Как уйгурский кумул стал для уйгурской древней цивилизации спасением от исламистов. 1470 год. Турфан, крупнейший центр буддийской учености и доисламской уйгурской цивилизации, пал под натиском исламских радикалов, уйгуров Кашгара. Исламисты уничтожали все наследие уйгурского каганата. Богатейшие библиотеки уйгурской письменности разграблены и сожжены. Буддистские храмы, манихейские монастыри, алтари Тенгри разрушены. Кумул услышал трагедию Турфана. Кумул с 8 века был западным центром уйгурского идикутства, наследника уйгурского каганата. Даже после исламизации и Восточного Туркестана в X-XII веках, уйгурские князья Кумула сохраняли свой уникальный статус. Они считали себя хранителями древней уйгурской государственности и культуры, восходящей к архонскому и уйгурскому каганату. Их дворы были центрами учености, где уйгурский язык и письменность процветали наравне с китайским, персидским и арабским. Они одинаково терпимо относились к исламу, буддизму, несторианству и тенгри. Когда волны радикального ислама, суфийские ордена Накшбанди и проповедники из Мавераннахра шли пожаром из Кашгари, Кумул стал спасением для уйгуров-буддистов, манихеев и тенгри. С запада приходил не просто новый ислам, а идеология джихада и такфира, обвинения в неверии, продвигаемые хаджами, претендующими на происхождение от пророка. Их цель – создать исламское государство по строгим шариатским нормам. В Кашгаре, Еркенде, Хатане они уже уничтожили символы джахилии, доисламской уйгурской цивилизации. Уничтожались не только буддийские пагоды и библиотеки уйгурского письма. Уничтожались мавзолеи святых, мазары, светская музыка, знаменитые уйгурские мукамы, уйгурские танцы, книги на неверных языках. Это была не просто замена религии, это был культурный геноцид против тысячелетнего наследия доисламской уйгурской цивилизации. Не враги уничтожали древнюю уйгурскую цивилизацию, а свои же, уйгуры, ставшие чужими. И вот уйгурские князья Кумула сделали стратегический выбор. Они признали сюзеренитет императора Мин, формально став вассальным княжеством Тусис, но не как покоренные, а как союзники, ищущие защиты для своей уникальной культуры. Их послание было ясно: помогите спасти наше наследие от фанатиков, а не нашу землю от вас. Мин, заинтересованная в стабильности на западных границах и контроле над участком шелкового пути, откликнулась уникально. Вместо большой армии они прислали интеллектуальную поддержку, ученых, книжников, искусных каллиграфов, тончайшую бумагу и тушь. Под покровительством князей Кумула уйгурские мастера начали грандиозный проект – переписывания и сохранения древних уйгурских рукописей. Бесценные буддийские сутры, манихейские тексты, медицинские трактаты, исторические хроники и светская поэзия, которые сжигали в Турфане, нашли убежище в пещерных библиотеках Кумула и Дуньхуана. Именно благодаря этому союзу уйгурского Кумула и династии Мин до нас дошли уникальные свидетельства древней уйгурской цивилизации. Так как же настоящие уйгурские патриоты пытались спасти уйгурское наследие от уйгуров Кашгара, которые стали мусульманами и проповедниками чужой идеологии. Это детектив длиной в 1000 лет, где вместо улик – свитки, а вместо карт – пустыни и горы. Тайные маршруты спасения турфанских и кумульских рукописей, гениальная операция монахов, уйгурских ученых и князей против варварства. Главные пути спасения. Турфан-Безиклик, турфанские оазисы, скрытые ниши. Тактика: часть свитков не вывозили сразу, а прятали в заброшенных пещерах, колодцах, стенах домов в самом Турфане. Турфан – долина реки Музат, северные отроги Тяньшани, горные долины к северу от Турфана. Там были небольшие буддийские скиты и пещеры, известные только местным. Маршрут – через ущелье Туюк, к северо-западу от Турфана. Турфан, Кумул, пещеры Байшикыр-Дуньхуан. Кумул – ключевой перевалочный пункт. Свитки из Турфана везли сначала сюда, а потом вместе с кумульскими караванями на восток, в Дуньхуан. Могильный маршрут, самый отчаянный. Свитки прятали в древних мазарах, в гробницах доисламской уйгурской эпохи, в окрестностях Турфана и Кумула. Исламские фанатики боялись осквернять могилы, риск разбудить джиннов. Представьте, полуразрушенная древняя гробница. Монах-уйгур, дрожа от страха, опускает свитки в нишу рядом с мумией и шепчет: «Прости, мой уйгурский предок, сохрани нашу уйгурскую мудрость». Финал пути – пещера Дуньхуан, уйгурская библиотека на краю пустыни. В XI веке это был гигантский монастырский комплекс под формальной защитой династии Мин. Идеальное хранилище. Сцена в княжеском дворце Кумула. Ученые сортируют свитки из Турфана. Уйгурский князь указывает на восток, в Дуньхуан. Все, спрячьте за ликом Будды. Почему Дуньхуан стал главным сейфом? Это была крайняя восточная точка уйгурского идикутства, далеко от исламских центров Кашгарии. Масштаб – 492 пещеры. Замуровать библиотеку в одной из них, пещера номер 17, было гениально просто.
Пещера номер 17 в Дуньхуане, отсюда в 1900 году вынесли 50 тысяч уйгурских рукописей. Они уцелели. Спасибо тем, кто спрятал их здесь 1000 лет назад. Спасибо истинным уйгурским патриотам, которые спасали древнюю уйгурскую культуру и цивилизацию. Они уводили от религиозных фанатиков караваны с бесценными сокровищами, уйгурским культурным наследием. Их борьба была за то, чтобы мы сегодня могли прочитать мудрость, написанную уйгурами 2000 лет назад. И они победили. Частично. К сожалению, удалось сохранить только 5%. Но и этого оказалось достаточным, чтобы узнать, уйгуры были одним из самых великих народов в мировой истории.